Всем привет, дорогие друзья! Вот и наступила долгожданная новогодняя пора. И это особенное время, в которое хочется творить. И мы будем сегодня окунаться в мир свечеварения. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, для начала вообще расскажем, что же такое свечеварение, если вдруг кто-то не знает. Ну, понятно, что свеча и варка, да? Но на самом деле процесс происходит немножко иначе, да? Да, все верно. Свечи бывают разные. Они бывают формовые, контейнерные, да. Мне больше нравятся контейнерные. То есть для этого нужен какая-то баночка, тара, да. Какой-то сосуд. Сосуд, да. Я использую либо гипсовый материал, либо стекло. Также можно наполнять свечу ароматами различными. У меня их, кстати, более 50 есть, да. На сегодня я взяла 3. То есть вы такой еще и парфюмер одновременно, да? Да, приходится и с этим тоже работать. Ну, а вообще в целом это очень увлекательный процесс, и необходимо отметить, что он не занимает много времени, да? То есть на изготовление одной из свечей сколько примерно времени уходит? Ой, ну, по-разному можно сказать, минут 20-30, наверное, да, но если можно сделать одновременно несколько свечей, допустим, сразу партию из 10 штук, если они будут одинакового аромата все. Все понятно, но вернемся все-таки к нашему такому уникальному случаю. Сегодня мы будем делать, я так понимаю, вот такую красивую вещь. Это для любителей фильма «Гарри Поттер». Свеча с сюрпризом, так сказать. Так как это распределяющая шляпа, она распределяет по 4 факультетам, да? Либо тебе попадется Гриффиндор, Пуффиндуй, Когтевран или Слизерин. И человек, который купил свечу или кому подарили эту свечу, он даже не знает, что там внутри. Только когда он зажжет и воск расплавится, появится надпись с факультетом. Почему у нас 4 фитилечка? Потому что один фитилек не справится просто-напросто. Свеча очень широкая, ей нужна сила. Для этого мы используем целых 4 фитиля. Это все приходит с тестом. То есть надо на опыте это понимать, Да. сколько фитильков. А стандартно вроде бы обычно видишь свеча и один фитиль. На самом деле не всегда так работает. Да? На самом деле, да, не всегда так. В магазине очень часто можно встретить действительно широкую свечу с одним фитильком. Она не будет догорать до стенок, она будет идти все только вниз, вниз и вниз, и все. Да, и поэтому у нас, получается, по стенкам остается вот этот воск, который ты потом пытаешься туда, к центру собрать, и фитилек гаснет. Да, это такая очень типичная история. В этом случае, поэтому, дорогие друзья, при выборе хорошей свечи нужно обращать внимание на то, что фитильков, ну, в идеале должно быть больше, если все-таки у вас большая свеча, да? И еще один есть момент, очень важный, кстати говоря. Когда вы покупаете свечу, необходимо первый раз, когда вы ее зажигаете, чтобы она расплавилась до стенок. Если она расплавится только возле фитиля, и вы ее потушите, она будет гореть только вниз. Вот. Это первый раз. А второй раз уже можно не давать ей гореть долго. Это минут 20-30, наверное, нужно свечки. Вот так. То есть, дорогие друзья, вот новогодние праздники – это пора, когда вот дарят все друг другу свечи. Чуть-чуть зажгли, потушили – все неправильно. Сначала полностью растворить ее до стенок, и вот потом можете загасить ее. А можно еще лайфхак? Давайте. Если у вас есть свеча, и вы ее уже испортили, получается, да, и она уже горит вниз, ее можно просто феном продуть горячим, чтобы она вновь стала гладенькой. Вот так. Вы представляете, век живи, век учись называется, да? Совершенно новая информация, я думаю, будет полезна для всех наших телезрителей. Спасибо большое, Талин. Ну, приступаем уже непосредственно к нашим процессам. Сегодня мы будем варить свечу, распределяющую шляпу по Гарри Поттеру. Берем новую тару. Я знаю, что для этой тары нам нужно 150 грамм воска. Вот здесь интересный момент. Сейчас будем говорить про разнообразие воска, да? Какой вообще бывает он и какой лучше использовать, ну, по вашему мнению? Воск бывает разным, да? Самый частый – это парафин. Парафиновые свечи все знаем с детства. Да. Не сказать, что они прямо вредные, да, но они сгорают быстрее, дешевле они, да. Но бытует такое мнение, что они вредны для здоровья, так как они на основе нефтепродуктов. Хорошо, то есть парафин нежелательно. Какие еще варианты есть? Есть вариант еще растительный воск, это вот как раз соевый воск, есть кокосовый воск, оливковый воск. Я выбираю соевый воск, ну просто потому что он более тугоплавкий, и с ним легко работать. Берем на заметочку соевый воск.
ну, удобнее. А если при выборе, при покупке, допустим, да, по ценовому диапазону, вот мы читаем, да, свеча парафиновая, понятно, да, но она, скорее всего, будет дешевле всего, да. Потом идут соевые, там вот самая дорогая какая свеча? Зависит от производителя. Скорее всего, это оливковый воск. Угу. Оливковый воск дороже всего. А далее воск у нас уходит в воскоплав. В бытовых условиях дома можно использовать просто водяную баню. Водяную баню. Теперь мы ждем, когда наш воск расплавится до температуры примерно 80 градусов. Угу. Для того, чтобы добавить отдушку, аромат. То есть, смотрите, мы постоянно контролируем температуру специальным приборчиком. Да, термощуп называется. Угу. В домашних условиях мы его ничем не заменим. Нет, невозможно заменить термощуп. Есть, наверное, у многих хозяек, Да. которые занимаются кулинарией. Но если вы взяли термощуп для свечеварения, используете с отдушками, то обратно на кухню лучше его не возвращать. Угу. Так, мы ждем. Значит, когда воск наш расплавится. Он вообще быстро должен расплавиться. Айталина, то есть это соевый воск. Визуально они вообще как-то отличаются? Можно ли различить вот уже в готовом изделии, какой воск используем? Парафин, он ярко-белый. Угу. Он ярко-белый, а соевый воск, он такой немного бежевый. Угу. Видно, что натуральный. И он без запаха, да, без... Вообще у него присутствует такой легкий запах, натуральный. Ну, чаще всего он идет с отдушками. Айталина, вот сейчас очень популярны свечи, которые вот можно там из этого же воска, допустим, нанести на ручку, и получается такое масло, да? Это вот хорошая вещь или все-таки это такой некий маркетинговый ход? Есть специально массажные свечи, они так называемые. Можно использовать оливковый воск, кокосовый воск, но он должен быть без примесей, без ароматов каких-либо. Угу. Ну, то есть вот по сути, вот если бы это был кокосовый воск, в принципе, воск опустить пальчик и на руки намазать, это... Можно сделать такую масочку. Парафинотерапия. Парафинотерапия возможно. Но это не парафин, это, наверное, соевая терапия. Потому что, действительно, из парафиновой свечи ты обожжешь кожу, наверное, да, больше. Она даже, вот, ну, ты капнешь, и она, в детстве мы все так делали, она застывает просто, там ее никак не размажешь, да? Да. А вот современные свечи в большей степени, они сделаны вот из натуральных каких-то, да, вещей, поэтому можно, в принципе, даже и масочку для рук сделать. Поэтому обращайте внимание при том, когда вы покупаете свечи, из чего они состоят. Потому что таким образом можно убить двух зайцев, да? И масочку сделать, и еще аромат, запах получить, так еще и какой-то романтический ужин себе сделать. Итак, Так, ну, воск наш уже растопился до нужной температуры. Мы его перельем в ковшик и добавим аромат. Можно мне этот ковшик? Давайте посмотрим ароматы. так, хорошо, рассказывайте, что тут у нас. Я выбрала более такие зимние варианты. Игристый грейпфрут, он похож на... игристый грейпфрут, он похож на цитрусовые. Морозный можжевельник, хвойный аромат и кокос и манго. Просто все любят кокос и манго, поэтому я решила его взять с собой. Вообще, что это? Это как это называется? Это масло, это что? специальная отдушка для свечей. То Также их можно использовать для мыла. То есть это, ну, достаточно, наверное, сложно найти это в обыкновенном каком-то магазине, да? То есть это не масла? Нет, это не эфирные масла. Эфирные масла нельзя использовать в свечи, потому что они горят. Давайте возьмем морозный можжевельник, как вам выбор. Отлично. Мне кажется, замечательно. Это вот что-то вот связанное с Новым годом, да? В свечу мы добавляем от 5 до 8% отдушки.
Так как у нас 150 грамм воска, нам нужно 12 грамм отдушки. Это вы уже примерно знаете, да, что это? Да. Так много? Очень много нужно. Все вот удивляются, что нужно всего там 2-3 капельки, да, на самом деле вот сколько уходит отдушки в одну свечу. И это напрямую, и это напрямую влияет на ценообразование свечи. То есть те, кто экономит, свеча пахнуть не будет. Вот с этим, кстати, часто сталкиваешься. Вроде бы написано, что свеча должна, значит, иметь аромат, там, допустим, ну, персика, к примеру, а ты ее поджигаешь, а там никакого персика-то и нет. Это вот как раз парафин так работает. Он дает хороший аромат на холодную отдачу, а на горячую уже пустой. А соя работает наоборот. На горячую дает еще больше аромата. Теперь нам нужно подождать, когда воск остынет до 60 градусов. А у нас сейчас 66,9, то есть на 7 градусов надо, да? Да. И мы можем смело залить в тару. В это время давайте прикрепим фитилечки. Так, вот здесь история начинается уже отдельно. То есть у свечи две составляющие: воск и фитилечек. Вот по поводу фитилечков рассказывайте. Какой лучше брать, какой использовать? Тут тоже ведь сейчас на рынке полным-полно свечей там с каким-то деревянным, который трещит, да, фитилек. Да. Есть как бечевка, есть беленький, есть тоненький, есть толстый. Вот какие лучше? Ой, это все зависит от свечи. В вашем случае это? В нашем случае это обычные фитили, вощеные называются. И они у вас уже с какой-то подложечкой, которая сразу приклеивается на дно, да? Да, все верно. Ну, можно использовать двухсторонний скотч. Я использую вот такие вот специальные кружочки клеевые. Они как раз для фитилей. То есть поэтому этот процесс сейчас не такой сложный, потому что, в принципе, все готовое есть. Все детальки скрепи, как в конструкторе, и просто все вот достаточно элементарно. А вот если делать это все из подручных средств, то понадобился бы двухсторонний скотч, какая-то подложка. Фитилек надо было прикрепить к подложке. Ну, долгая история. А тут все быстренько. Тут все быстренько, да. Ну, если нет каких-то материалов, можно обойтись подручными средствами. Это тоже хорошо. Чтобы фитили у нас не катались в разные стороны, пока остывает свеча, я использую обычные вот такие вот бамбуковые шпажки. И с обоих сторон наматываю скотч. Сегодня я зафиксирую это вот как раз вот этой вот нашей, как она называется? Клейкой какой-то лентой? Клейкой лентой. Так, с одной стороны. И с другой стороны точно так же. Ну что, у нас воск остыл до 60 градусов, и мы можем залить свечу. Заливаем не до конца, так как нам нужно будет добавить секрет. Так, мы залили воск. На половинку, да, практически. Да, чуть больше половинки. И будем ждать, когда она остынет. Итак, прошло 20 минут, и, как вы видите, наша свеча застыла и приобрела такой мутный цвет, да, это, в принципе, показатель того, что все готово, да. Несмотря на это, чаша еще немножечко теплая. Так, давайте сейчас выберем факультет, который мы добавим в свечу. Ну, это вот та самая фишечка, да, которая, в принципе, будет спрятана там, да. Какие у нас варианты? Когтевран, Слизерин, Гриффиндор и Пуффендуй. Ну, вот там, где есть дуй, раз уж это свеча, да, мне даже сложно повторить эти названия, но, собственно, я думаю, те люди, которые прям с удовольствием
значит, знают всю историю Гарри Поттера, да, то для них это будет понятно. Но мы выберем вот Пуффендуй. Хорошо, Пуффендуй так Пуффендуй. Угу. Тут все просто. Это у нас наклеечка, да? Так, мы сейчас приклеили, значит, наклейку Вот так. и добавим воска оставшегося. Угу. И будем ждать ее застывания. Это все так красиво выглядит. Некое таинство и волшебство. Так, вот, нам опять нужно время. И опять оставляем на 20 минут, а затем подрезать. Подрежем фитилечки. Угу. Можно сразу это сделать. Сколько примерно надо оставлять? Не так много, я думаю, миллиметра 3-4. Достаточно, да? Но главное, чтобы они были все ровненькие, одинаковые. Итак, мы ждем, пока наша свеча застынет. И тем временем Айталина предлагает сделать нам еще один вариант такой праздничной свечки в новогодние праздники. Это вариант какой? Вариант свечи с предсказанием. Даже такие бывают. Тем более у нас воск немножко остался. Угу. Сделаем свечу с предсказанием новогодним. Предлагаю сделать предсказание «Впереди яркое приключение». Вот так. То есть это заранее заготовленные наклейки, да? Да. То есть надо использовать определенного рода наклейки или можно просто даже на бумажечке А4 распечатать? Можно на бумажечке, да, но она горит. Поэтому можно взять какую-то пленку и написать руками, если нет возможности распечатать на прозрачной бумаге. Ну да, то есть фишка в том, чтобы она была просто на самом дне, да? Не на самом дне, точно так же, как работали вот с распределяющей шляпой, она будет где-то в середине. Прикрепляем опять фитилек. Здесь нам уже нужен только один. Да, объем небольшой. Сразу его подрежем, наверное. Вот эта вот штука называется фитиледержатель. Ну, чтобы не делать палочки, да, те самые? Да. И зальем примерно до... Ну вот столько будет достаточно. Угу. Будем ждать, когда она застынет, и добавим предсказание. Угу. Прошло минут 20, и, как видите, свеча у нас застыла, то есть обрела такой уже более мутный белый цвет. И у нас самый приятный момент – новогоднее желание туда опустить. Прям вот так наклеиваем на воск, да? Да, прямо наклеиваем на воск. Впереди яркое. То есть потом при сгорании половины свечи мы увидим эту надпись, а далее она уйдет обратно в воск, в тот, который остался. Далее можно будет ее просто вытащить. То есть человек получит свое послание и до свидания, и будет радоваться. Так, ну это интересная идея. То ли покупать свечи, где уже написано все на обложке, так сказать, то ли вот сидеть и ждать, пока случится чудо. Посмотрите, какая милота. Красота. И теперь заливаем остатки воска. Теперь добавим, да, остатки воска. И снова ждем ее застывания. Итак, наша свеча готова. Действительно, это такой очень волшебный момент. Ну а самое главное, что это не просто свеча, а у Айталины есть замечательная идея. Внутри есть наклеечка с надписью факультета. То есть для людей, кто действительно увлекается Гарри Поттером, это будет принципиальная такая вещь, дождаться, когда же там все прогорит, и увидеть, что за факультет находится в самой свечи. Но это такой очень, ну как сказать, момент такой интриги. Ну а здесь у нас свеча по той же самой системе, но уже свеча с предсказанием. Замечательный презент для своих близких вообще на любой праздник, потому что действительно, опять же, свечу зажжешь и будешь ждать, а что же тебя ждет в новом 2025 году? А почему бы и нет? Или, допустим, подарить это своим близким на день рождения, да? К примеру, что тебя ждет в новом году твоей жизни, да? Да, все верно. И вот так вот. И
самое главное, наверное, теперь уже и поджечь, дабы показать, что эта свеча действительно работает. Вот она, магия волшебства. Свеча горит, ну и в целом мы знаем, что огонь – это символ домашнего очага, это некое такое, знаете, праздничное настроение, это какая-то медитация. И, конечно, самое главное для наших детишек – это момент какого-то чуда. Айталин, спасибо большое за прекрасный мастер-класс. Действительно, свечеварение – это такая уникальная вещь, да, и я бы советовала всем попробовать сделать свечу свою личную, свечу своей семьи, свечу, не знаю, с подружками сделать, да, потому что действительно, если делать это все с душой, то вот здесь это все обязательно отобразится. Спасибо вам большое. Ну а мы, дорогие друзья, увидимся уже скоро. До новых встреч. Загадывайте желания, творите, созидайте и верьте в новогоднее чудо.